Теперь я хотел бы обратиться к следующему докладчику. Это господин Джибладзе, основатель и председатель Центра развития демократии и прав человека. Это российская неправительственная организация по правам человека. Он занимается правами человека, международным правом, гражданским обществом. Он активный член российского международного сообщества НКО. Он сооснователь и член Координационного комитета гражданской платформы солидарности неправительственной коалиции целостной для ОБСЕ. Он лично участвует. Уважаемый Юрий, слово вам. Большое спасибо, уважаемая госпожа заместитель директора, большое спасибо, посол. Уважаемые коллеги, прежде всего хочу выразить высокую оценку мальтийского председательства и БДИП в связи с выбором этой важной темы первого дополнительного совещания по человеческому измерению этого года. Уважаемые члены семьи НКО, гражданской платформы солидарности, которую я с честью представляю, знают на основе своей повседневной работы, сколь важно и сколь более сложно сегодня документировать нарушения международного права в конфликтах, сколь сложно обеспечивать справедливость, помогать перемещенным лицам и сообществам, которые страдают от кризисов и войн. И одновременно с этим наши ресурсы сокращается значимое сотрудничество страны государств и НКО, и во многих примерах мы работаем, несмотря на давление правительств, репрессии и преследования. Прошло 13 лет с создания платформы гражданской солидарности в качестве коалиции, которая работает над обеспечением хельсинских принципов. Платформа объединяет десятки НКО региона ОБСЕ. Они работают в сфере прав человека, демократии, наблюдения за выборами, гендерного равенства, климатической справедливости и других важных сферах. Объединяясь, члены платформы могут учиться друг у друга, делиться опытом, базой ресурсов и поддерживать коллег, которые под давлением. Посредством солидарности вместе мы взаимодействуем со структурами ОБСЕ в государственных участниках, поддерживаем их и обеспечиваем ответственность в плане обеспечения ими обязательств. Мы верим в хельсинские принципы, в понятие всеобъемлющей безопасности, неделимости всех трех измерений ОБСЕ и ценность многосторонней дипломатии. Одновременно мы разочарованы отходом ряда государств от хельсинских ценностей и принципов и результирующей несостоятельностью основной миссии ОБСЕ обеспечения безопасности и предотвращения конфликтов. ОБСЕ, все 57 государств не смогли воспрепятствовать масштабной войне на нашем континенте, эффективно ответить на эрозию фундаментальных прав и самой демократии в регионе ОБСЕ. Мы претерпеваем фрустрацию и полны гнева перед лицом того, что происходит. Но мы не сдаемся. Мы считаем, что требуется тщательное обдумывание будущего ОБСЕ. Мы говорим о переизобретении ОБСЕ для того, чтобы подготовить ее к новым вызовам. Приближающееся 50-летие подписания Хельсинского заключительного акта в следующем году – прекрасная возможность для этого. И наша платформа сейчас запускает процесс обдумывания Хельсинки плюс 50, который объединит гражданское общество, академических экспертов с тем, чтобы выработать рекомендации по изменениям. Мы полагаемся на поддержку всех тех, кто верит в хельсинские принципы и готов взаимодействовать для того, чтобы вывести нас из текущей катастрофы. В последние годы многие из наших хельсинских организаций и партнеров претерпевают атаки государств. Это юридические сферы, компании клеветничества, физические атаки. Многие стали официальными инагентами, экстремистами и пособниками террористов. Недавнее принятие законодательства о иностранных агентах в Киргизстане и похожие усилия грузинских властей абсолютно чудовищны. Они придерживаются чудовищной линии гражданского руководства, нацеленной на полное искоренение независимого гражданского общества, а также надзора за правительством. Это противоречит обязательствам по свободе ассоциации, принятым в ОБСЕ. В некоторых странах, таких как Беларусь, Азербайджан, Турция и Туркменистан, правительство активно использует различные сфабрикованные обвинения для того, чтобы подавлять независимое гражданское общество без принятия законодательства о иностранных агентах. После сокращения пространства для гражданского общества в регионе ОБСЕ, даже в мирных обстоятельствах,
давление становится систематическим в странах, участвующих в конфликтах. НКО и активисты, которые занимаются предотвращением конфликтов, документированием нарушений прав человека, гуманитарного права, а также в постконфликтной трансформации, диалоги часто выставляются врагами и предателями. Их способность работать подрывается принятием дискриминирующих законов и политики, ограничиваются основные свободы, блокируется доступ к зонам конфликта. Мониторинг нарушений в оккупированных, непризнанных территориальных единицах иногда невозможно в связи с отсутствием безопасности для местных активистов. ОБСЕ, государства-участники должны делать все для того, чтобы препятствовать маргинализации и ослаблению гражданского общества в конфликтных, постконфликтных регионах и защищать группы гражданского общества и активистов от выставления их предателями и врагами, а также от физических посягательств. В результате войны с гражданским обществом, это действительно война со стороны ряда администраций, в конфликтных ситуациях и вне их тысячи НКО потеряли лицензии, офисные помещения, техническую базу и средства. Это и Россия, Беларусь, Азербайджан, Турция, Туркменистан, Таджикистан, Киргизстан и многие другие страны. Некоторым пришлось переехать в другие государства в результате преследований. Некоторые сталкиваются с многочисленными вызовами юридического признания на новом месте, а также трансграничными репрессиями со стороны правительств государств происхождения, которые задействуют системы Интерпола для экспедиции под вымышленными предлогами, цифровые угрозы, физические нападки правительств, прокси и нанятых преступников, а также давление в отношении родственников в стране, которые остались. Благодаря нашим членам платформы, которые принимают участие в наших мероприятиях, мы знаем о том, что многие из решеткой, включая Нобелевского лауреата Белявского в Беларуси и многих других белорусов, многие из них осуждены и получили длительные сроки заключения в пыточных тюрьмах. То же самое касается Владимира Карамурзы, которого приговорили к фантастическим 25 годам, которые, как и другие хорошо известные люди, например, Григорий Мелтоняц, в тюрьме. Мелтоняц по обвинению в сотрудничестве с нежелательными организациями, преследование тех, кто выступил против российского вторжения, за распространение якобы фейков о российской армии, о преступлениях, которые совершаются и в Украине, массированные в России и в Беларуси, о чем свидетельствует недавний доклад, резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Один из самых респектабельных сопредседатель мемориала Орлов, который 30-летие работал очень напряженно, документируя нарушения, международные преступления в зонах конфликта, в особенности в Чечне, но и в Донбассе и в других местах, был осужден 1,5 месяца назад приговорен к 2,5 годам за решеткой за то, что он неоднократно выражал несогласие с российской агрессией. Еще один такой коллега, руководящий украинский правозащитник Максим Гудкевич, содержится в российском заключении. В Донбассе его приговорили к 13 годам. Приговорил его незаконный суд по сфабрикованным обвинениям. Это лишь несколько имен и коллег, которые стали мишенью для преследования и атак. Это трагическая цена, которую все мы платим по факту дезинтеграции Хельского процесса на нашем континенте. Наши украинские коллеги, которые играют руководящую роль на платформе с его создания, с первых дней существования обеспокоены в последние 2 дня войной и защитой права на существование страны. Они документируют военные преступления, обеспечивают ответственность, информируют мир о воздействии войны. Некоторые из тех, кто недавно выступал на семинарах, писал книги, выступали на конференциях, сейчас взяли в руки оружие для того, чтобы защитить нашу общую безопасность и общие ценности. Храбрость и приверженность наших коллег, которые идут на огромные риски, источник вдохновения для всех нас. Всем нам известно, что во время работы по информированию граждан, по защите прав, по содействию жертвам, борьба с безнаказанностью очень важна для гражданского общества. Но этим все не ограничивается, в особенности в контексте ОБСЕ.
Мне не придется вас убеждать в том, что роль гражданского общества в предоставлении мировому сообществу, включая здесь на площадке ОБСЕ, документации и аналитики о нарушениях международного права и рекомендации о путях рассмотрения воспрепятствования этих нарушений принципиально значимо, тем более в контексте крупных конфликтов и гуманитарных кризисов разного толка. Без документации гражданского общества, без анализа и рекомендаций государства и НКО не могли бы многое делать. Но нам не нужны символические аплодисменты или призы. Все это очень важно, важны общие заявления, но это не может заменить реальных действий для того, чтобы продвигать те вопросы, которые мы поднимаем. Нам нужно намного больше от вас для того, чтобы поддерживать, сопровождать НКО-правозащитников, которые делают эту важную работу, с одной стороны. С другой стороны, нам нужно намного больше от вас для того, чтобы использовать документации, аналитику и рекомендации, с тем, чтобы переводить слова на рельсы дел. Во многих случаях мы видим слишком мало конкретных действий со стороны государства и органов ОБСЕ в ответ на информацию и предложения гражданского общества. Об этом часто говорили как о неиспользованном потенциале гражданского общества ОБСЕ, но речь на самом деле идет о недостаточной политической воле, недостаточных действиях. Несколько примеров. Я знаю, что мое время ограничено, и тем не менее мне хотелось бы довести эти примеры до вашего сведения. Именно здесь нужно больше конкретных дел, в особенности на тему нашей конференции со стороны государства и институций в поддержку работы гражданского общества. Во-первых, в Украине коллеги, которые работают, документируя, поддерживая жертв, защищая их права, в особенности на территории, прилегающей к зоне боевых действий, на оккупированных территориях, в непосредственной близости от них, им нужна поддержка формирования потенциала в плане тренингов, документирования работы с жертвами, в формировании возможности взаимодействовать с международными судебными органами, подачи материалов в эти органы на высококачественном уровне. Это могут делать структуры ОБСЕ, в частности БДИПЧ. От государства мы ожидаем более частого и активного использования документации, в особенности, которые готовятся по линии московского механизма. Это нужно продолжать, потому что это источник верификации и документов, подтверждающих нарушения, которые можно использовать для дальнейшего преследования в рамках судебной системы. Мы призывали и призываем к закрытию лакуны ответственности. К сожалению, вопрос прекращения безнаказанности по преступлениям, военным преступлениям и преступлениям против человечности, которые совершаются в Украине, остается открытым. Государства делают недостаточно для того, чтобы формировать и развивать эффективную систему, эффективные механизмы международной ответственности. То же самое мы видим в контексте массовых репрессий в Белоруссии. Много разговоров и мало дел. Об этом недавно говорил в своем докладе Верховный комиссар ООН по правам человека. Это тоже можно квалифицировать как преступление против человечности и требует такого же закрытия лакуны ответственности. Кроме того, мы сталкиваемся с большим количеством инициатив гражданского общества, направленных на борьбу с пытками и исчезновением людей и в контексте конфликтов и вне их, как, например, много лет это продолжалось в Туркменистане, несмотря на решение СМИТ-7 2020, по которому несколько лет назад эта работа по исчезновению людей была включена в работу по борьбе с пытками, и не последовал конкретный план действий, который обязывал бы государство к конкретным действиям. А мы предлагали это. И есть еще огромный тематический аспект миграции, тесно связанный с конфликтами, когда сотни тысяч, миллионы людей и в Украине, и в Нагорном Карабахе, на оккупированных территориях Грузии, где-то еще бежали от конфликтов, от насилия и нуждаются в защите и поддержке. И здесь работа гражданского общества принципиально важна. В заключение я хотел бы выразить благодарность за назначение спецпредставителя по гражданскому обществу. Мы давно просили об этом.
налицо целый набор конкретных рекомендаций о том, как этот мандат может включать многочисленные вызовы, с которыми сталкивается гражданское общество, начиная с сокращения площадки гражданского общества, вплоть до введения работы гражданского общества в всю палету программных направлений деятельности ОБСЕ и всех ее структур. У нас целый список предложений, и мы ожидаем взаимодействия с таким уважаемым, заслуженным человеком, как недавно назначенная спецпредставительница. Большое спасибо. And now I would like to turn to our next keynote speaker, Mr. Jigladze, who is the founder and the president of the Center for the Development of Democracy and Human Rights, a Russian public policy and advocacy non-governmental organization. He is a specialist in human rights, international law, and civil society, and an active member of the Russian and international non-governmental community. He is a co-founder and a member of the coordination committee of the Civic Solidarity Platform, an OSCE-wide non-governmental coalition. Mr. Jigladze is joining us in person today, and dear Yuri, the floor is yours. Thank you. Thank you, First Deputy Director. Thank you, Taya. And thank you, Ambassador. Dear colleagues, let me start by expressing my appreciation of the Maltese chairpersonship and ODIHR for choosing these very important subjects as the theme of the first supplementary human dimension meeting this year. Members of the OSCE-wide NGO network, the Civic Solidarity Platform, which I have honor to represent here, know through their daily work how important and at the same time increasingly difficult it is today to document violations of international law during conflicts, to fight for accountability, to assist displaced people and communities affected by wars and humanitarian crises, and at the same time withstand diminishing resources, lack of meaningful cooperation on the part of states and intergovernmental organizations, and in many instances to resist pressure from governments, persecution, and repression. It has been 13 years since the Civic Solidarity Platform was established as a coalition of NGOs working to promote Helsinki principles and bring them to life. The platform brings together several dozen NGOs from across the OSCE region, working on human rights, democracy, election observation, gender equality, conflict resolution, comprehensive security, climate justice, and other important areas. By joining efforts, the platform members are able to learn from each other, share expertise and resources, and support colleagues under pressure through solidarity actions. Together, we interact with OSCE bodies and participating states, assist them, and hold them to account on the implementation of their OSCE commitments. We believe in the Helsinki principles of concept of comprehensive security, the indivisibility of all three OSCE dimensions, and the value of multilateralism. At the same time, we are strongly disappointed by the betrayal by a number of states of the Helsinki values and principles and the resulting failure of the OSCE to fulfill the central purpose of its existence, ensuring security and preventing conflicts. The OSCE and all 57 states together have not been able to prevent the full-scale war on our continent and effectively respond to the growing pushback against fundamental rights and the backsliding in democracy in the OSCE region. We are very frustrated, we're angry, often feel enraged by what is going on, but we are not giving up. We believe that a serious reflection is needed about the future of the OSCE. We are talking about reinventing the OSCE to make it fit for the new challenging times. The approaching 50th anniversary of the Helsinki Final Act signing next year provides an excellent opportunity for this, and the Civic Solidarity Platform is launching now a Helsinki Plus 50 reflection process that will bring together civil society and academic experts to develop recommendations for change. We count on support of all those who believe in the Helsinki principles and are willing to work together to get us out of the current catastrophic situation. In the recent years, many of our member organizations and partners have been under attack by their states through legal means, smear campaigns, or physical attacks. Many have been officially labeled foreign agents, undesirable organizations, extremists, or supporters of terrorism. The recent adoption of a foreign agent law in Kyrgyzstan and similar efforts undertaken now by the Georgian authorities are absolutely disgraceful. They follow the dangerous line of the Russian leadership
aimed at the complete elimination of independent civil society and civilian oversight of the government. It goes contrary to the OSCE commitments on freedom of association, obviously. In some countries, such as Belarus, Azerbaijan, Turkey, and Turkmenistan, governments actively use various trumped-up criminal charges to suppress and destroy independent civil society without adopting foreign agent legislation. While space for civil society has been shrinking in the OSCE region for a long time, even in peaceful circumstances, pressure has become truly systematic in countries involved in conflicts. NGOs and activists involved in conflict prevention, documentation of human rights abuses and violations of humanitarian law, and in post-conflict transformation work, dialogues, etc., are often labeled traitors and enemies. Their ability to work is undermined by the adoption of discriminatory laws and policies in conflict zones, restricting fundamental freedoms and blocking access to conflict zones. Monitoring of violations in the occupied and unrecognized territories is extremely difficult, sometimes impossible, due to highly insecure conditions for local activists. The OSCE and participating states should work to prevent weakening and marginalization of civil society in conflict and post-conflict areas and protect civil society groups and activists from accusations of treason, smear campaigns, persecution, and attacks. As a result of the war against civil society, not just shrinking space, but really a war against civil society led by many governments inside and outside of the conflict situations, thousands of NGOs have lost their registrations, offices, equipment, and funding. This has happened in Russia, Belarus, Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and other countries. Many have had to relocate to other countries as the result of persecution and face many challenges of legal recognition in the new place, as well as trans-border repression by the governments of their states of origin, involving abuse of the Interpol system for extradition under false charges, digital threats, and physical attacks by government proxies and hired criminals, and pressure on relatives in the home countries. And a number of our colleagues who actively participated in the platform's work and took part in OSCE events are currently imprisoned on fabricated charges, including Nobel Peace Prize laureate Ales Bialiatski from Belarus and his many colleagues from Belarus, all convicted, or many of them convicted for very long sentences and held in torturous conditions. The same applies to Russian activist Vladimir Kara-Murza, sentenced to unbelievable 25 years, who, like another well-known person in the OSCE, leading Russian expert in election observation, Grigory Melkonyants, is in jail on charges of cooperating with the undesirable organization. Persecution for protesting against the Russian invasion and spreading information about the crimes committed by the Russian army in Ukraine has been going on a massive scale, of course, in Russia, but also in Belarus, as documented in the recent report and resolution by the Council of Europe's Parliamentary Assembly. One of the most respected Russian human rights defenders, Oleg Orlov, co-chair of the Human Rights Center Memorial, another Nobel Peace Prize laureate, who for 3 decades has worked hard on documentation of violations and international crimes in conflict zones, especially in Chechnya, but also in Donbass and elsewhere, was convicted a month and a half ago to 2.5 years of imprisonment for repeatedly expressing condemnation of the Russian aggression against Ukraine. Another dear colleague of ours, leading Ukrainian human rights defender, Maxim Butkevich, is held in Russian custody in the occupied Donbass, convicted to 13 years by an illegitimate court on fabricated charges. These are just a few names of many, many colleagues who are targeted by persecution, harassed, and attack. This is a tragic price that we are all paying for the disintegration of the Helsinki process in our continent. Our Ukrainian colleagues, who have been playing a leading role in the platform since its establishment, the first days of its existence, have been preoccupied for the last 2 years with the struggle to defend independence and survival of their country. They assist victims of the aggression, document war crimes, work towards accountability, and inform the world about the impact of the war. Some of those who have just recently led seminars, wrote books, spoke at conferences, now have had to take arms in their hands to protect our common security and shared values.
courage and dedication of our colleagues working at high risk is an inspiration to all of us. We all know that doing public education work, protecting rights, helping victims, and fighting impunity is central to civil society's work. But there is much more to it, including especially in the OSCE context. I do not have to convince you that the role of civil society in providing the international community, including here at OSCE, with documentation and analysis on violations of international law, and recommendations on ways to address and prevent these violations is essential, even more so in times of major conflicts and humanitarian crisis of different kind. Without civil society documentation, analysis, and recommendations, states and IGOs wouldn't be able to do much. But we do not need just the words of appreciation. Symbolic prizes and joint statements are important, but they cannot replace real action to address the issues we raise. What I would like you to hear is the following. We need much more from you to support, assist, and protect NGOs and human rights defenders who are doing this essential work, on the one hand. And we need much more from you to use their documentation, analysis, and recommendations, translating your words into actions. In many cases, we see too little concrete action by OSCE bodies and states in response to information and suggestions from civil society. This has been repeatedly called the untapped potential of civil society in the OSCE, but essentially it is a lack of political will and a lack of action. Let me give you a few examples. I know that time is running short, but I'd like really to give you a few outstanding examples where much more action is needed, specifically on the subject of our conference by states and institutions to support the work of civil society. First of all, in Ukraine, colleagues that work to document, to support the victims, especially on the territory close to the fighting, to the front line, and recently the occupied territories, as well as on the occupied territories. They need support in capacity building, training, in documentation, in working with the victims, in developing their ability to provide, to work with international judicial bodies and provide referrals to these bodies in a high quality manner. This can be done by OSCE bodies and ODIHR in particular. And from states they expect much more, we expect much more repeated and active use of documentation, especially through the use of Moscow mechanism, which has been done but needs to be continued because it provides the essential proof and verification of violations that then could be used for further prosecution. We've been calling for closing the accountability gap. Unfortunately, the issue of ending impunity, first of all, for the crimes, war crimes and crimes against humanity in Ukraine persists. Not enough action is taken by states to develop effective international accountability, international justice mechanism. Too much talk, too little action. The same we see in respect of the mass repression in Belarus, which, as has been recently stated in the report by the UN High Commissioner for Human Rights, amounts to crimes against humanity and requires the same closing of accountability gap. We also see a lot of efforts by civil society to work on the issue of torture and prevalent enforced disappearance, both in the situation of conflicts but also outside of conflicts, such as for many years in Turkmenistan. But despite of the MC Decision 720 establishing several years ago the inclusion of combating incommunicado detention as part of the torture prevention, there has been no concrete action to follow up, to develop action plan, guidelines to states, all the things that we in civil society have proposed. And of course, the whole huge area of migration directly
related to conflicts when thousands and hundreds of thousands and millions of people, especially Ukrainians, but also in Nagorno-Karabakh, occupied territories of Georgia and elsewhere, have fled the conflicts and violence and bombing and need protection and support, and the work of civil society here is essential. To conclude, let me express our strong appreciation of the appointment of the Special Representative on Civil Society, something that we have been asking for a long time. There is a whole range of concrete recommendations of how this mandate can address these manifold challenges civil society faces, starting from addressing the shrinking civil society space, but going into mainstreaming civil society work in the OSCE programs, activities, and the work of its different bodies. We have a whole list of suggestions and look forward to working with such a distinguished person as the newly appointed Special Representative. Thank you.